В имя Отца и Сына и Духа Святого. Нехай буде похвален наисвятейший сакрамент. Правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа. Нехай буде похвален наисвятейший сакрамент. Правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа. Нехай буде похвален наисвятейший сакрамент. Правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа. Пане Иисус Христе, приходим в године 15, године милосердия, как просить этого милосердия для каждого из нас. В особливый способ веночком хочем сегодня молиться за отца референциалиста, який буде духовним проводором про ті три святые дні нашої парафії. Так само за кожного з нас, хто буде удільничати, чи фізично, чи через трансляцію в інтернеті, просячи святла Духа Святого, как мы умели отчинить свое сердце и принять, дякуючи Божьему Слову, добро пережить час Великого Посту, как приготовить свое сердце на этот дар от новых росту, для якого ми приготовились, які под час Вигилии Пасхальной будем обновлять, как припомнили, что мы являемся детьми Божьими и имеем великий дар, что каждый есть Дитем Божьим. Ojcze nasz, który jest w niebie, święci się imię Twoje, przyjdź благодатство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего, что темного, дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноваты наши. И не вводь нас в спокусу, але избавь нас от злого. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молися за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Веру в Бога Отца Всемогутнего, Створителя неба и земли, и в Иисуса Христа, Сына Его Единого, Пана нашего, який был зачатый Духа Святого, народился с Девы Марии, замучен при Понтском Пилате, укрыжованный, помер и был похованный, взошел до отхвани на третий день, воскрес по мертвых, взошел на небо, сядить праворуч Бога Отца Всемогутного, а вдоль придя судить живых и померлых. Веру в Духа Святого, святый костел католицкий, едность святых, отпущение грехов, воскрешение тела, житье вечное. Аминь. Отче предвечный, оферуем Тебе тело и кровь, душу и плоскость наимилейшего Сына Твоего и Пана нашего Иисуса Христа, Как перепросить за грехи наши и всякого свету. деле Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всякого свету. деле Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всякого свету. деле Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всякого свету. деле Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всякого свету. деле Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всякого свету. деле Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всякого свету. деле Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всякого свету. деле Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всякого свету. деле Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всякого свету. деле Его болезной муки, Будь милосердный до нас и до всякого свету. Отче Предвечный, даруй тело и кровь, душу и плоскость, наимилейшего Сына Твоего, Пана нашего Иисуса Христа. Как перепросить за грехи наши и всякого свету. Будь милосердный до нас и до 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 всякого свету. Будь
Будь милосердный до нас и до всего свету. 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 Верую в Тебе, тело и кровь, душу и плоскость наимилейшего Сына Твоего, Пана нашего Иисуса Христа. Как простить за грехи наши и всего свету. Его болезные муки, Будь милосердный до нас и до всего свету. Его болезные муки, Будь милосердный до нас и до всего свету. Его болезные муки, Будь милосердный до нас и до всего свету. Его болезные муки, Будь милосердный до нас и до всего свету. Его болезные муки, Будь милосердный до нас и до всего свету. Его болезные муки, Будь милосердный до нас и до всего свету. Его болезные муки, Будь милосердный до нас и до всего свету. Его болезные муки, Будь милосердный до нас и до всего свету. Его болезные муки, Будь милосердный до нас и до всего свету. Его болезные муки, Будь милосердный до нас и до всего свету. Отче Предвечный, охраняй тело и кровь, душу и Господь, наимилейшего Сына Твоего и Пана нашего Иисуса Христа. Как простить за грехи наши и всего свету. Его болезные муки, Будь милосердный до нас и до всего свету. Его болезные муки, Будь милосердный до нас и до всего свету. Его болезные муки, Будь милосердный до нас и до всего свету. Его болезные муки, Будь милосердный до нас и до всего свету. Его болезные муки, Будь милосердный до нас и до всего свету. Его болезные муки, Будь милосердный до нас и до всего свету. Его болезные муки, Будь милосердный до нас и до всего свету. Его болезные муки, Будь милосердный до нас и до всего свету. Его болезные муки, Будь милосердный до нас и до всего свету. Его болезные муки, Будь милосердный до нас и до всего свету. Отче Предвечный, охраняй Тебе тело и кровь, душу и Господь наимилейшего Сына Твоего и Пана нашего Иисуса Христа. Как простить за грехи наши и всего свету. Его болезные муки, Будь милосердный до нас и до всего свету. Его болезные муки, Будь милосердный до нас и до всего свету. Его болезные муки, Будь милосердный до нас и до всего свету. Его болезные муки, Будь милосердный до нас и до всего свету. Его болезные муки, Будь милосердный до нас и до всего свету. Его болезные муки, Будь милосердный до нас и до всего свету. Его болезные муки, Будь милосердный до нас и до всего свету. Его болезные муки, Будь милосердный до нас и до всего свету. Его болезные муки, Будь милосердный до нас и до всего свету. Его болезные муки, Будь милосердный до нас и до всего свету. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny. Zmiłuйся над нами и над всем светом. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny. Zmiłuйся над нами и над всем светом. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny.
Змилуйся над нами и над всім світом. O krov i вода, якая випливла з найсвятішого серця Єсуса, як кривиця милосердності для нас. Довіряємо O Тобі. кров i вода, якая випливла з найсвятішого серця Єсуса, як кривиця милосердності для нас. Довіряємо Тобі. O кров i вода, якая випливла з найсвятішого серця Єсуса, як кривиця милосердності для нас. Довіряємо Тобі. Єзу, Довіряємо Тобі. святая сестра Фаустина, Молися за нас. святий Ян Павел II, Молися за нас. благословленный Михаил Забольсько, Молися за нас. благословленный отец Промислав, Молися за нас. во имя Отца и Сына и Духа Святого. Амінь. Дух Святый, приди, Дух Святый, приди, кая будет сосуд, и ранение Дух Святый, приди, Дух Святый, приди, кая будет сосуд, и ранение Дух Святый, приди, Дух Святый, приди, кая будет сосуд, и ранение Дух Святый, приди, Дух Святый, приди, кая будет сосуд, и ранение Дух Святый, приди, Дух Святый, приди, кая будет сосуд, и ранение Дух Святый, приди, Дух Святый, приди, кая будет сосуд, и ранение Дух Святый, приди, Дух Святый, приди, кая будет сосуд, и ранение Дух Святый, приди, Дух Святый, приди, кая будет сосуд, и ранение Дух Святый, приди, Дух Святый, приди, кая будет сосуд, и ранение Дух Святый, приди, Дух Святый, приди, кая будет сосуд, и ранение Дух Святый, приди, Дух Святый, приди, кая будет сосуд, и ранение Во ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Аминь. Пан з вами. И с Духом Твоим. Братья и сестры, вітаю в нашей супольности парафіальної ксяндза Олександра Жарнасека, мар'янина, який працює у Рощиці, там, де і працював 2 роки тому назад, коли нас туди Каян був і промовляв. Просим, каб ён узначаліў святую мшу, а так само промовил Божие Слово, как Бог добрый проводил, будем просить и просили Святла Духа Святого, как Дух Святый пришел в наше сердце, припоминая, что сегодняшние и завтрашние ахвяры, зробленные подчас Святой Мши, будут нашей подякой к Святому Александру за обвешенное
Божие Слово і на його справи, які він там веде у своїй парафії. Вітаю так само в нашій парафії księdza пропуща Скартова з парафії Świętego Archanioła Michała, księdza Aleksandra, mojego współbrata, які так само приїхав разом долучитися і просити. Для вас я молюсь в такой интенции, молюсь за всю нашу парафию, за вас, как вы отчепили своє серце, але так само, как шукали знаку і дякуючи этому слову, яким почули, може, як вам Бог щось, дякуючи йому, змінив 1% може в нашому житті, але це вже вельми шмат. Дякую. Можно и более, не только 13. Прошу и Пани, злежуся надо мною, Паня, будь мне допомогой. Это микрофоны, розпочинаємо нашу святую литургию, так само наши коллекции. Дякую за запрошение и добираем милости Божией этот час великопостной коллекции. На початку просим Бога за наши грехи. Споведаюся Богу всемогутному, и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занятванием. Моя вина, моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу наисвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Всемогутный, и отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вечного. Аминь. Над нами, Пане, смилуйся. Христе, смилуйся. Христе, смилуйся. Над нами, Христе, смилуйся. Пане, смилуйся. Пане, смилуйся. Над нами, Пане, смилуйся. Молимся. Милосердный душа, Твоею ласкою допоможи в распочатом нами покаянии, как телесное устремание мы могли наполниться правдой от новой духа. Распана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живи, владарю едности Духа Святого, Бог грозущий веки вечные. Аминь. Читання книги пророка Ісаї. Так каже пан Бог: кричи на всю моць, не стримливайся, подними голос свой, быццам рог, и расскажи народу моему про ихние злочинствы и дому Якуба про яго грахи. З дня ў дзень яны шукаюць мяне и прагнуць пазнаць шляхи мае, быццам народ, які поступае справядліва и не покидае законов своего Бога. Яны пытаюцца ў мяне наконт справядлівых судов и хочуць наблизиться до Бога. Яны кажуць: чаму пасцілі мы, а ты не заўважыў? Чаму утаймоўвалі мы нашыя душы, а ты не ведаў? Вось у дзень посту вашага вы задавольваеце свае жаданні
і прыгнятаеце ўсіх работнікаў вашых. Вось посціце вы дзеля спрэчак і сварак, і б'еце грэшным кулаком. Не пасціце так, як сёння, каб быў чутны ваш голас на вышынях. Хіба такі я выбраў пост, калі чалавек утаймоўвае душу сваю? Дзень, калі згінае галаву сваю, як чарот, і ляжыць на мешкавіне ды попеле. Ці ж гэта назавеш постам і днём прыемным для Пана? Ці ж не такі ёсць пост, які я выбраў? Разарваць кайданы беззаконня, развязаць путы ярма, адпусціць на свабоду прыгнечаных і разбіць усялякае ярмо. Ці ж гэта не тое, каб дзяліцца з галодным хлебам сваім, пускаць у дом бедных вандроўнікаў? Калі ўбачыш голага, каб апрануць яго і ад роднага свайго не хавацца, тады зазяе, як золат, святло тваё, і хутка з'явіцца тваё аздараўленне. Справядлівасць твая пойдзе перад табою, а слава Пана будзе суправаджаць цябе. Тады будзеш клікаць, і Пан выслухае. Папросіш дапамогі, і Ён адкажа: вось я. Гэта Слова Божае. Дякуем Пану. Сердцем покорным ты не погаджаешь. Сердцем покорным ты не погаджаешь. Змилуйся надо мною, Боже, у великой милости Твоей, и в полноте милосердности Твоей знищи беззаконие мое. Обмый цалком мяне от провинов моих и очисти мяне от греху моего. Сердцем покорным ты не погаджаешь, бо я ведаю беззаконие мое, и грех мой завжди передо мною. Тобі одному я згрішив, і зло вчинив перед Твоїми очима. Сердцем покорным ты не погаджаешь, бо ты не прагнешь як веры. Усі спалення хоть бы дам я, тобі не сподобается. Ах, вера для Бога, дух покорный, сердцем сломанным покорным ты, Боже, не погоржаешь. Сердцем покорным ты не погоржаешь. Хвала Тебе, Слово Божие. Хвала Тебе, Слово Божие. Шукайте добра, не зла, как жили вы, и тады Пан будет с вами. Хвала Тебе, Слово Божие. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Читання Святого Євангелія по Матвія. Хвала Тобі, Господи. У той час учні Яна прийшли до Ісуса і сказали:
Чаму мы і фарысеі посцім шмат, а твае вучні не посцяць? А Езус адказаў ім: ці могуць быць у жалобе госці вяселля, пакуль з імі малады? Але прыйдуць дні, калі будзе забраны ад іх малады, і тады будуць пасціць. Гэта слова Пана. Хвала Табе, Христе. Пачинаем наши великопостные реколлекции, наши разважанні. Такую, ну, у всяком разе, для меня трошку нетиповую тему я выбрал. На розных реколлекциях часом не навчала, час парафіяльних ще ніколи. Ну і розные там сумніви меў трэба не трэба, але ўжо порадовала мяне на початку песня, которую мы спевали на уваход, про сердце. Уже забыл, что мы там спевали, но это про сердце. Термине сердца. Эта реколлекция будет присвячена теме сердца. И так само, максимум, прадбачна этот псаль, который сегодня звучал, знакомитый этот псаль покаянный, царя Давида, сердцем покорным ты не погорчаешь. Что такое сердце? Первая наша тема – это знайомство з серцем. Найперш треба адкинуть такое светское разумение, которое мы найчастей чуем мотивы у песнях, у литературы, як люди говорят, вот, сердце. Чисто по-светску, глядячи сердца, ну что это? Это закохание. Это некая привязанность, это некие симпатии, это такая человечая любовь. И меня особисто уже давным-давно вельми зловали так внутренно и духовно, такие популярные попсовые песни, которые порадуют часто звучать. Думаю, что 95% песен, которые спеваются, больше-меньше, они про то, что я тебя полюбил, а ты меня кинула. Альбо наоборот. Да, и в принципе. И это типово светское разумение. Да. Цікаво, що, коли розважаємо про серце, то розуміння біблійне, духовне, сказав би, навіть йому протилежне. Воно не то, що трошку відрізняється, воно добре відрізняється від світського розуміння. Ну, наприклад, хоча ми чуємо знамениту заповідь, вона найбільша, як це вчить в Євангелії, коли задаєш Христу питання, яка найбільша заповідь. Христос не цурається и каже, наибольшая такая: полюби Бога твоего всем сердцем, розумом и душою, а ближнего к самому себе. На этих двух заповедях, каже Христос, опирается все. Это фундамент усему. И вот цікаво, что значит полюби? Мы же говорим, сердцу не загадаешь. Як это полюби? То есть это альбо само пришло, альбо не пришло. Полюбилася, вот так вот нам уже зрозуміло. Вот раз я полюбилася и все. А что значит заповедь полюби? Як можно загадать сердцу полюби? Не могу сказать, что я аж так разумею, ну вот, это урывок з книги Другозаконня, як это змусить себе полюбить, змусить свое сердце полюбить, як то вовремя можно. Не могу сказать, что я разумею аж так глубоко, але однозначно разумею, что то, что говорит Господь, это не то, что жить вот так вот на улице. Это нечто іншее. Каратей сердца у житті духовним это зовсім не то, что мы часто чуем по-светскому. Ну и теперь духовное разумение сердца. По-светску сердце это скорее, сказал бы, то, что связано с подсвядомостью, коли можно так назвать. Вот оно пришло, это закохание, нечаканно, да, это не до конца я, вот когда люди там закохаются, привязываются, это не до конца я так вышло. Вот, это нечто внешнее, так бы это сказал, это некие эмоции, переживания.
сэрца біблійнае гэта тое, вот, да чаго трэба яшчэ дакапацца. Это не знешняе. Это настолькі глыбока, што мы вельмі часта мы нават не ведаем яго. Мы самі сэрца свайго не ведаем. І таму вельмі часта мы не ведаем, чаго ад нас саміх можна чакаць. Таму што сэрца нашае для нас не знаёмае. Вот это классный образ, что сердце оно скрытое на самой справе. И оно не пришло вот так вот подсвядомо, нечаянно вот выскочило, да? Оно скрытое. Такі вядомы американский монах, публицист, вядомый автор такого духовного життя Томас Мертон, некогда писал такие слова, вельмі классный образ, что сердце скрыто под попелом поверховности. Такое уживал понятие Томас Мертон. Мне все часто запало, что сапраўды сердце, наше життя не має повної поверховності. В принципі, у большості ми живемо поверховними речами, будьмо щирі. Включаючи нашу релігійність, то все-таки доволі поверховні справи. Культ внешний, там на колено стать, помолиться, это довольно поверховные речи. А сердце, оно глубоко. То есть этот образ Томаса Мертона очень классный, что как познать свое сердце, треба еще разграбсти его. Вот этой поверховностью все, треба еще уметь разграбсти. Мое особисто окресление сердца, что это такое, ну, тобі собі некую такую формулу вывел, что сердце, это чему для нас у Бога эта тема важная, чему он прошил целые великопостные коллекции посвятить разважаниям. Тому что наше сердце это головная, центральная частка нас самих. Это не нечто додатковое, это в неким сенсе, это и есть я. Не познаючи сердце своего, мы не ведаем, кто мы такие. Эмоции, веды, не ведаете ваш опыт есть. Я, слава Богу, я научился отрознивать хотя бы малость малое. Вот, когда мне промовляют эмоции, коли веды, информация, а коли сердце. Я хотя бы минимально вот этой речи уже научился отрознивать. Да. И сердце, оно самое скрытое. Да. Вот оно внутреннее, оно фундаментальное. Цікаво, что сердце наше непознанное для інших и для нас самих непознанное. Але життя духовне, воно, в принципі, от воно починається з серця. Такі більш серйозні відносини з Господом, вони починаються іменно з серця. Цікаво, що в цьому серці нашому, коли починаємо хоч трошку розкапувати, як правило, ми нариємо тут і добро, і зло. От, в этом такой центральной части нас, открываючи своє серце, ми некоторые речі відкриємо, чому вільно зрадуємося, а за некоторые нам буде соромно. Зло так само, серце починає скриватися. І треба, як правило, треба некая ситуація, яка нас провокує. Як можна дослідувати серце своє? Вельми часто мы познаем его, коли знаходимся в некой складанной ситуации, критичной ситуации. Когда мы познаем правду про себя. Вот так вот открывается сердце. Конечно, это некая праца Бога з нами, працовництво наше з Ним. Конечно, треба иметь жадание, как открывать свое сердце. Многие люди живучи тільки поверховними речами, навіть релігійними, на своє серце так і не познають. Це значить, що в життя духовне так і не входить. Бо життя духовне, воно все-таки зв'язано з серцем. І тоді, коли Господь бачить, що є у нас хоч трошку нечто в цьому напрямку, коли ми хочемо мати взаємоотносини з Господом, коли ми хочемо самих себе познавати у правді, Бог допомагає нам открывать наше сердце, и, как правило, это отбывается раз выпробование. Так и особенно такий пункт хочу показать, бо в Библии это шмат. Это вельми шмат есть.
что Бог выпробовывает сердце. Например, знаменитая история с Йовом. Такая непростая книга в Старом Завете. Многие люди боятся ее, стараются не разважать. Я в свой час был час, что я целый пост посвятил, как разважать книгу Йова. Там такий вельми цікавий епізод, коли до Бога приходить сатана, дьявол. Так починається книга Йова. І сатана каже, чи бачив ти Йова, твого праведника? Ну і Бог каже, да, конечно. На землі таких праведних більше не знайдеш. І сатана каже Богу. Да, каже, да, так а що там бути таким праведником, коли ти все йому дав? Коли в його все добре. А забери йому. І тоді поглянемо, чи буде йому тоді поклонятися. І саме дивне, що Бог згаджається на це. І тут починається випробування. И Библия нам говорит и написывает все беды, которые пришли на этого человека. И Библия показывает нам, что и он не согрешил. И он не стал проклинать Бога, не глядишь на все эти беды. И он не стал виноватить его, что Бог не такие, неправильные. Мы часто это робим. Это страшная грех, когда начинает такие робот, ничего такое. Это неколи Генрі Нумен писал, нема нічого горшого. Нема ніяких горших грехов, чем такие знеохоченные христиане, которые нывают. И нет никакого вражного. Он из своих книг я написал. Самое страшное, такие вот нытики, которые не бачат светла, уличивают, что Господь его воскрес, Царство Божие, ну и так далее. Вот. И он не уходит в этот направление. То есть он не согрешил, как Библия, и он надали верный Богу. И Бог его выпробовывая, вот, как это сердце открылось, что там на самой справе есть в этом сердце. Другий эпизод с Библии, так само такий вельми цікавий, это книга пророка Йоны. Непростая книга, это человек, которому Бог дает задание, и ему тяжко выполнить это задание. Он, в принципе, бежит от обличия Божьего, он не сгожается, ему не хочется. Але Бог не отстає від Йони. Чому? Тому що Бог ведає його серце. Є така євангельська приповідь, цікава, коли Христос говорить, що Царство Божие подобне до двох синів, которым отець каже, іди в мой виноградник. І один каже, пойду, а не пішов. Да. А другий сказав, не пойду, а ви не пішов. Так от цікаво, у випадку другого сина що проявилося? Знешне. И он взбунтовался, он сказал, я не пойду, я не хочу так служить Богу. А на самой справе сердце его на другой Бог. И вот нечто подобное с Йоном. И он по-своему вредный, вот этот вот Йона. А он выполняет. Увы, все одно выполняет то, что повинен выполнить. Вот это другие такие эпизоды, на что я звертаю увагу. Третий эпизод Авраама. У Библии дословно написано, что после разных историй, которые пережил этот праведник, после того, как Бог ему объявлялся, обещал там и так далее, после дословно написано, Бог выпробовал Авраама. И тогда звучит история, когда он каже ему скласти своего сына во хляб. Особисто я вельми люблю, на эту тему выпробования, так само молитву с книги пророка Авакума, там при разной нагоде стараюся эту молитву згадувати. 3 розділ, 17-19 вірш. Пророк каже, бо хоть бы древо фиговое не расквітнело и не было урожаю винограднику, хоть бы не уродила оливка плода своего, и поле не дало, что есть, хоть бы зникли овечки заборов, и не засталося волов у хлебах, але и тады я буду радоваться у Господе, буду тешиться у Богу избавления моего. Господь, сила моя, и Он зробить ноги мои, як у оленя, и на вершині моє узведи мене. Як молиться пророк Авакум, він каже, що кольвич подіялось, подохнуть овечки, не буде льону виноградника, не уродять поли, что кольвич делался.
Я буду радоваться в моем Господе и отдам ему славу. Да. І ще на эту тему так само один епізод цікавий, це з книги Друге Законня, 8 розділ, верши 2-6. Слухайте, ласка. Это мотив вандрования израильского народа через пустыню. Многие доследчики задают питання, где б яны не вандровали. Это разные версии, где ходил израильский народ, а где б яны не вандровали. Это будет Аравийская пустыня, Синайский полуостров. Но это разные версии. 40 годов это явно много. За 40 годов можно было полсвета облететь. А справа в том, что это был духовный опыт. Это не питание просто прийти з пункта А в пункт Б. І ось про этот период, что нам каже книга Друге Законня. І пам'ятай увесь шлях, яким вел тебе Господь Бог твой, 40 годов праз пустыню, как змянить тебе и выпробовать тебе, и доведаться, что в сердце твоим. Чи будешь ты заховывать приказания его на тьме? И он выпробовал тебе голодом, кормил тебе манной, якой не ведал ты, не ведали батьки твои. Как так зразуметь тебе, что не только хлебом живет человек, а и кожным словом, якое походит в уста у Господа, будет жить человек. Оденье твое не знищилось на тебе, и нога твоя не пухла, все гэтые 40 годов. Дык зразумею сердце твоим, что як батька выховывает сына своего, так Господь, Бог твой, выховывает тебе. Короче, это вандрование было для них таким выпробованием. И Бог, выпробовывая наше сердце, як бы это дивно не гучало по милости своей, выпробовывая не для того, как ему поглядеть, кто мы такие, но написал ведает. И он выпробовывает, мы сами с разумением уховывали, что у нас внутри вот есть. И ничего дивного, что выпробование сердца, оно не отбывается просто побожность. Простое, что мы сидели, молились, и тут вот, як проверить свое сердце. Критична ситуація. Коли тебе наступают на ногу, первое слово, которое вырывается. Да. Радость, проклятие, мат. Вот. То есть вырвалось. Некоторые кажут, чему добрые слова не вырываются. Раз вырвалось. Да. Ну это же об нечем говорит, значит, все дело внутри раз вырвалось. И вот так вот выпробовывается сердце. Ничего дивного, что Господь допускает такие истории. Мы молимся, как Господь урятовал нас от таких историй. Вот. А как раз таки Господь их допускает. Как мы сами себе познавали. У Апокалипсе есть такие цікавые слова, где Бог раз апостола Яна каже, раю тобі набити мені золото, очищеного в огні. Это зворот до одной из церквей ранних христианских. И айцы костела комментовали это слово, сказали, что такое золото, очищенное в огне. Это вера, которую Бог выпробовал. Покуда она не выпробовывается, мы сами не ведаем, кто мы такие. Поглядите на цікавий парадокс. Мы живем, уже тут не треба шмат тлумачить, доказывать, мы живем в вельми складанные часы и критичные часы по разных фронтах. Что такое война? Война это просто, некоторые кажут, что в любом выпадку по грехам. В любом выпадку не просто так приходят войны, есть в этом некая логика, рация. Война это трагедия, это дьявольские справы, а не такие речи, как война, нарожают героев и подлецов. Одни становятся мужными, проявляют героизм, другие на этом будут наживаться, ранить. И это такая провокация, которая показывает, что внутри человека сидит. Подобно и другие критичные речи. Мы пережили критичные ситуации, мы пережили ковид с вами. Нехто пережили, может, переживаем таки не ведаем. Нехто нажився на ковид. Некому выгодно было, как хворые были в красной зоне, там, да, и так далее. Для некоторых это
новенький был, это всяких прививок там и так далее. Да. А некто отдавал свою маску, помираючи, за то, как інший вижив. Одна женщина мне делилась опытом, когда она была на в реанимации, чи здається там на маске, під час ковіда. Кожен з пацієнтів мав свою маску, і була хворая женщинка, которая навіть не могла повернуться, до її метки не підходили. Вона просто лежала, тяжко було. І вона каже, і я стала експериментувати. От що буде, коли я вдихну кислород, і для чуда я легкушненько поверну її і відпущу назад до своєї маски. Вона каже, я так вот по кроках, раз. Все остальные в палате сказали, ты что, дура? Что робишь такое? Ну, вот так вот проявляется некий героизм. Да, вот. И нечто выходит вот внутри, да, нечто выходит внутри. Вот такими вот справами Бог проверяет сердце наше. Серьезный шлях веры и духовного життя, он починається не з правил, не з виконання заповідей, не з культа, неких там формул молитвы. Серьезный шлях веры, он починается с того, что мы доследуем свое сердце. Поминовито тут есть, то есть что такое сердце? Это такий дивный у нас орган, не веду нам как по-другому сказать, где Господь справді проявляє себе. Він говорить у серці. Ми чуємо його присутність у серці. Да, це такий вельми дивний орган. І серйозний шлях віри починається з познання свого серця. Miновито тому один з псальмов, присвячений этой молитве, 139 псальм, звучит так. Господи, Ты доследовал меня и ведаешь меня. Ты ведаешь, коли я сядаю и коли я устаю. Разумеешь думки мои сдалек. Стежку мою и лежание мое ты спознал, и все шляхи мои тобі відомі. Бо не маєш ще слова на язику моїм, а ти, Господи, ведаєш усьо. Слядали про Божие Слово и сканчивается псалм словами. Доследуй меня, Боже, и спознай сердце мое. Выпробуй меня, и спознай мои думки, и погляди, чи не нагородным я шляху и шляхам верности, вечности веди меня. То есть, как молится царь Давид? Это молится человек праведник, помазанный Богом, выбранный Богом, или который согрешил, которых пошло все не так, как повинно было пойти. И он до этого доходит, до этого переконания, что я не ведаю, кто я такой. И тому он молится Богу. Он каже, Господи, першим думка знойдется во мне, ты уже вообще ведаешь, окей, тебе это не проблема, ты вообще ведаешь. А не доследуй сердце мое. Покажи мне, чего ли я добрый. Это молится праведник. Покажи мне, чего ли вот эта праведность моя, если она нечто значит. Jeszcze один tekst. Книга пророка Еремии, 17 раздел, 9-10 вірш. Сердце человека больше здрадливое, чем усё остальное, и невылечное, кто спознає его. Я, Господь, доследую сердце и выпробовываю нырки, как узнахородить кожному поводле шляхов ягоних и поводле плодов учинков ягоних. Так каже Бог про пророка Єремії. Серце наше – велика тайна. Хто это в Боге может доследовать? Бог, Он доследует сердце наше. Один из моих любимых святых, святый Игнаций Лойола, у своей духовности он вел цікавую практику. И он своим учням, иезуитам, своим духовным сынам, это называлось у иезуитов по сегодняшний день, там по-разному это практикуется, это называлось пробация. Пробация – это выпробование.
була логіка, що той, хто приходить Господу служити, його треба випробувати. Тому що вот этой вот поверховность, да, вот я хочу служить, я Богу буду молиться, я там то еще, ну это поверховная речь. А що за тим криється, це ж невідомо. Треба випробувати. Ігнацій посилав у шпиталі молодих єзуїтів. У той час, коли Європа гинула от чуми. То есть логика, конечно, страшная. Логика в этом есть. Хочешь Господу служить, окей. Там от чуми люди помирають, щоб служити. Так святий Станіслав Костин, радівший. І не один він, зрештою. Я думаю, что так штучно, конечно ж, не завсёды випробуєш себе, людей. Ведаю, що некоторые спецслужби так своїх агентів випробовують. Їх треба змістити у критичній ситуації, поглядіти, як чоловік реагує у критичній ситуації. Думаю, що найбільше, хто нас так перевіряє, це не ми самі просто такі випробування, а сам Господь перевіряє. Хоча часом, пам'ятаю, один з моїх собратов, Мар'янин, неколи казав, каже, коли хочеш поглядіти, він з молоді працював, от що за молодь з тобою, каже, тайно, пригожуючи, співають, там, моляться, там, то і сьо я. Каже, возьми їх у гори і забудь шоколадку, яку треба було взяти. Каже, я зрозумів, да, що наступили на мозоль, некому, альбо не, може, і групі людей. Коли ми познаємо наше серце, по милости Божией, через разные истории, кажу, что мы часом добро открыем, часом зло. Да. Тогда наступает наступный момент, ось это первый крок, это познание сердца. Да. То есть по милости Божией мы познаем, что там есть. Я особисто открывал в себе неприемные речи, и тыми, которыми был милостивленным. Часом вот так вот открывал, нечеканно. Ось. І тоді наступний крок – це очищення серця. Коли ти бачиш зло, значить треба каятися, треба працювати, треба нічого з цим робити. Коли бачиш добро, треба працювати за нічого схопитися болі. Да. Це вже наступний крок – працювання або очищення серця. І, мої дорогі апостолы, на сьогоднішній день, чому тема така важна? Ми чуємо, що Бог створил человека на свой образ и подобенство. Ранее завсёды казалось, что это розум. Да, вот интеллект человечий. Я думаю, что нет. В образ и подобенство Бога это сердце. А это не только интеллект. Конечно, намного глубее. И как бы это банально не звучало, трошку нам перешкоджає ще попсової інформації, да, але як би банально не звучало, то в серці якраз таки Господь промовляє, але серце – это не эмоции, это не инстинкты, это не сексуальность, это не закохание, это нечто намного глубее. Это не поверховное, это наоборот, углы. И у сердца Господь наибольше промовляє. Нечто сказал, что такий вельми классный образ, что мы, как люди, кожен из нас носит у себе память про страшный рай. Вельми классный образ. Что все одно, як ми його не ведаємо, це рай, ніколи там не були. Але ось якраз таки у серці, тобто далеке відбиття, ось яка страшного раю. І як ми це познаємо? Тоді, коли приходить духовна тоска, наприклад. Коли голод духовный приходит. Ты живешь, тебе все добро, любимые люди есть, там, да, все уже тебе удается, а раптом раз приходит такое, и тебе уже это ничего не радует. Вот этот вот момент, который мы вот про этот голод, про эту тоску, про эти сумники, да, ты разумеешь, что ни люди не дадут, ни место это не даст. Вот так открывается сердце наше, потому что оно хочет нечего большего, чем то, что ты бачишь. Да. Вот так вот мы открываем эту наявность, дивную наявность, память про глубинный рай. Ну, пока что описал я мог у Бога, что это за понятие, чему оно важно для нас, понятие сердца. Будем далее разважать в наступные дни.
Раз Єсуса Христа, який закликає нас до навертання, пусть несет до Бога наши покорные молитвы. Молимся за святый костел, копьем, очищенный праз покаяние, постоянно обновлялся и возрастал у святости. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за святаров, якія проводять реколекции, каб их намагания и молитвы принесли щедрый плен. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за тых, кто подчас Великого посту вырашыў прынесці якую-небудзь асаблівую ахвяру, каб яны вытрывалі у своих постановах. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за людей, охопленных роспачу, каб вера во воскреслого Христа обудила у их надею. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас, собраных каля алтара Пана, каб почутое сегодня Божие Слово поглубило нашу веру. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Довіряємо Господу всі інтенції, в яких вправляється свята мша, саме ті, у которых найчастіше до Господа звертаємося. Молимся о спокої в світі, закінченні війни. Молимся о справедливости Божией в нас, в нашем громадстве, о помощи для всех, кто в тяжкой ситуации, тяжкохворых, зневоленных. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Боже, только Ты можешь дать нам вечную радость. Учини, как мы завсёды радовались Твоей присутности в нашем житті и свідчили перед усіми о Твоей любови и добрині, раз Христа, Пана нашего. Аминь. Єсу, дай сили в'язі, дай знамение. Єсу, дай сили в'язі, дай знамение. Поклонюся я у Його приніці. Єсу, дай сили в'язі, дай знамение. Єсу, дай сили в'язі, дай знамение. Поклонюся я у Його приніці. Молитесь, браты и сестры, как мою и вашу вяру принял Бог, Отец Всемогутний. Нехай Пан Бог прийме отряду з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на користь нам и всему Костелу Святому. Боже наш, Отче, складаючи отряду великопостного покаяния, покорно Тебе просим, как я научинила любви Тебе нашей души, и дала нам силы для большего устремления, раз Христа Пана нашего. Аминь. Пан с вами. И с Духом Твоим, Упору серце. узнощим ли до Пана, Подякуємо Пану Богу нашому. годно это и справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойча, всемагутны вечны Божа, Ты даеш нам асаблівы час ласкі і аднаўлення
как мы очистили наше сердце от неупорядкованных схильностей и сярод земных справов дбали найдешь про вечное избавление. Тому с анелами и с усими святыми мы прославляем Тебе разом с ими ускликаючи. Святый, святый, святый во много небо и земля, Боже, хвалы Твоей, Хосанна, Хосанна, Хосанна на вышиях, Хосанна, Хосанна, Хосанна на вышиях. Благословенный, кто приходит у имя Пана, Хосанна, Хосанна, Хосанна на вышиях, Хосанна, Хосанна, Хосанна на вышиях. Заправды Божа, Ты святый, криниця всілякої святості. Тому просим Тебе, освяти гэтые дары росою Духа Твоего, каб яны сталіся для нас телом и кровью нашего Пана Иисуса Христа. Ён, коли добровольно выдал себе на муки, узял хлеб и подяку Тебе складаючи, ломал и раздавал своим учням, кажучи: «Бярыце и ешьте з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдано». Подобным чином по вечері узяв келих, знов Тебе подяку складаючи, подав своїм учням, кажучи: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келих крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе проліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на мою память». Это великая тайна веры. Обещаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего присягания. Вспоминаючи смерть из мертвых повстания Твоего Сына, охвяруем Тебе, Пане, хлеб життя и келих збавлення, дякуючи, що учинив нас водными, стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, каб усіх нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святий собрав у одно. Памятай, Пане, про костел Твой, рассеянный по всем свете. Удоскональ его у любови, разом с папом нашим Франтишком, бискупом нашим Юзефом и усім духовенством. Памятай так само про братов и сестер наших, якія поснули в надеї на воскрешення, и про усіх, хто у ласти Твоей одышов з этого свету. Дозволь им убачить светло обличия Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, как мы заслужили удел в житии вечном, в едности с Наисвятейшей Богородицей Панной Марией, за святым Юзефом ее обранником, за святыми апостолами, святым Архангелом Михаилом, Яном Павлом II, сестрой Фаустиной,
Благословленным Отцом Брониславом и всеми святыми, те с веку подавайте Тебе, как с ими и мы хвалили и прославляли Тебе, раз Сына Твоего, Иисуса Христа. Раз Христа, с Христом и у Христе, Тебе, Боже, Отче всемогутный, у едности Духа Святого, уся пошана и хвала, разуще веки вечные. Аминь. Молим Отца Небесного, как отпустил нам грехи и заховал нас от злого. Отче наш, Который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в спокусу, а избавь нас от злого. Просим Тебе, Пане, избав нас от усякого злого, дай ласкаво с упокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, как мы были заусёды вольные от греху, и захованные от усялякого неспокою, чакали исполнения счастливой надеи и прыща збавца нашего Иисуса Христа. Бо Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, які живеш и владариш на віки вічные. Аминь. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Ось Єсус Христос, баранок Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу, благословленные, покликанные на вечеру Яговую. Пане, я не варта, как Ты вошел на меня, а не скажи только слово, и будь оздоровлена душа моя.
дай спознать Твои дороги, Пане, научи меня стежкам Твоим. Сила Христа. Аминь. Сила Христа. Сила Христа. Аминь. Сила Христа. Сила Христа. Сила Христа. Аминь. Сила Христа. Сила Христа. Аминь. Сила Христа. Сила Христа. Аминь.
просим Тебе, всемогутный Боже, как разуделую Христы мы стали чистыми от грехов и годными Твоей гаючей ласки, раз Христа Пана нашего. Примите Божье благословение. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Милосердний Боже, нехай Твой народ завжди буде Тобі вдячний за великі справи, вчинені Тобою, і у своїм вандруванні, розважаючи про Твоє минуле об'явлення, нехай стане годним досягнути сузирання Тобі у вічності. Праз Христа, Пана нашого. Аминь. Нехай вас благословить всемогутный Бог, Отец и Сын, и Дух Святый. Аминь. Идите в супокое Христа. Дякуємо Пану Богу. Святый Архангеле Михайле, Бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокуси і пасток злого духа. Покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а ти, князю войска небесного, могутностью Божою, скинь у пекло шатана і інших злих духов, які нас будуть по світі. Аминь. пригадую, що сьогодні у 19 годин святая мша, і ще завтра так само о 15 і о 19. Нехай буде похвалений Наисвятейший сакрамент, правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа. Нехай буде похвалений Наисвятейший сакрамент, правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа. Нехай буде похвалений Наисвятейший сакрамент, правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа.